выходной день нашли время прийти, мне кажется, это прекрасный пример того, как мы организованно проведем год детства. То есть детство нас объединило, уже сама цель объединяет, я считаю, что это очень правильный посыл для общества, потому что мы живем, работаем и умираем только ради детей. В этом смысл жизни, чтобы наше поколение продолжалось, и правильно говорят, что лучшие дети. Да? И это в ваших выступлениях это я почувствовал, что вы действительно готовы максимально все, что от нас зависит, делать для детей. Хочу сразу сказать, что, слава Богу, республика этим будет заниматься не первый год, да, не только год детства начнем заниматься детьми. Мы этим занимаемся очень давно. Да, и Михаил Юрьевич Николаев, практически все его послания, вся его работа пронизана работой с детьми, в части образования, в части здравоохранения, в части безопасности детей. И республика уже много лет, ну, скажем так, 30 лет этим. Ну и в советское время, надо сказать, тоже много, если честно быть, да, и в советское время тоже много было сделано для детей, да, и об этом тоже надо будет сегодня поговорить. В общем, много лет, многие поколения уделяют внимание детям, и это выражается в цифрах, да, у нас действительно рождаемость превышает смертность, мы единственный субъект на Дальнем Востоке, у которого действительно рождаемость выше смертности, по России не каждый субъект не может похвастаться, это главный индикатор. Потом в части социальных гарантий, вот Лена Александровна здесь присутствует, да, действительно республика, наверное, лидер в стране. Я сегодня цифры вас не буду засыпать, но вы можете посмотреть, сколько мы дополнительно, кроме федеральных льгот, да, и денежных выплат, сколько республика это делает. Даже вот доходило до того, что в интернете некоторые предприниматели начали жаловаться на правительство республики, что мы слишком много денег выплачиваем матерям, потому что они не хотят идти работать. Да? Удивительное такое высказывание, но до такого доходит. Но это говорит о том, что действительно республика много делает, и это правильный подход, потому что условия проживания в республике, сегодня вот много говорили про инклюзию, у нас на самом деле дети в целом в республике живут в целом в ограниченных условиях. Да? Выйдите на улицу, и вы все поймете. Да? У нас очень сложные условия для проживания. В первую очередь, конечно, это касается детей, и поэтому работы предстоит еще очень много. Что бы хотелось сказать, да, можно объединить ваше высказывание действительно правильно в несколько блоков. Первое, самое простое и самое понятное, куда мы выделяем очень много времени, это инфраструктура. Мы очень много строим школ, это правильно. Строим школы, строим детские сады, но при этом надо нам принять во внимание, да, как раз человек, отвечающий за образование, как раз не слышал. Я как раз про качественное образование хотел сказать. Вы как раз как ученик в школе не слушаете, да? Вот. На самом деле мы строим школы, вкладываем очень много денег, у нас по разным подсчетам там 59 миллиардов рублей тратится на образование. Это, ну, нет такого бюджета больше у нас, это получается, ну, практически 1/5 часть бюджета тратится на образование. При этом качество образования у нас падает. Ну, как бы странно, да? Кажется, что ты деньги вкладываешь, республика делает очень много части образования, мы повышение квалификации поддерживаем. Одной из главных задач, мне кажется, республика все равно продолжит строить инфраструктуру. Это ни один глава республики не будет не уделять этому внимания. Конечно, другой вопрос – это деньги, это ресурсы, их немного. Да, и, конечно, вот, с денег больше не станет, но качество должно расти. Поэтому что это говорит? Это только можно за счет внутренних ресурсов, да, за счет более качественной работы, да, сконцентрироваться. Не факт, что я вот из моего высказывания, что заливая деньги в инфраструктуру, растет качество, это
как появился не факт. Да? Допустим, тот же пример физико-технического лицея. Мы общаемся с директором постоянно. Я говорю, вы хотите переехать? Да, там? Они находятся в здании детского садика. Находятся, у них нет спортивного зала. Но при этом это один из лучших лицеев, да, в республике, на Дальнем Востоке. И дети, которые заканчивают школу, ну, реально очень качественные выпускники получаются. То есть, еще раз, не факт, что это созданная инфраструктура напрямую идет на качество образования. Здесь нам нужно просто задуматься, надо проанализировать ситуацию, я не буду. Конечно, здесь я считаю, что одним из итогов будет года детства, если мы действительно приведем какие-то профессионалы здесь, да, вы лучше меня разбираетесь в этом процессе, но если мы, как результат года детства, повысим качество не только в отдельных школах, там, да, в среднем по палате, как я говорю, да, в среднем, в 13-й школе, там, не знаю, в 29-й, в устных, там, вождительских школах, да, вот это будет один из результатов, я считаю. Потому что нельзя сказать, что ресурсы не выделяются. Ресурсы выделяются. Инструменты есть. Интернет прокладывается. Учебники приобретаются. Да? Зарплата платится. Да? И, соответственно, здесь нам нужно подумать. Второе, я согласен полностью насчет темы, это вы проговорили про инфраструктуру. Вторая тема — безопасность. Абсолютно полностью поддерживаю. Дело в том, что безопасность, правильно сказали, есть там, от вопросов насилия в семье, там безопасность пожарная, безопасность физическая на дорогах. Это мы постоянно с советского времени уделяли внимание. Да, постоянно там уроки в классах проводили по безопасному дорожному движению. Но сейчас появилась очень большая опасность, это как раз информационная безопасность. Вот коллеги Елена Александровна сказала, я полностью согласен. Дело в том, что сейчас вы правильно сказали, кто больше с ребенком проводит время? Ни учитель, ни родитель, к сожалению. И даже уже не друзья. Раньше хотя бы друзья могли как-то влиять. Сейчас это, да, интернет, это гаджет. Дети там проводят времени, ну, допустим, по разным подсчетам сотовых операторов, там, у нас эти данные есть, по 9-12 часов в день проводят в интернете. 9-12 часов — это больше, чем в школе, это больше, чем... Сколько времени родители общаются с детьми? Давайте поднимите руку, честно, вы все тут родители, да, у вас внуки есть. Кто общается час в день с детьми? 1 час в день. Не больше. 2 часа в день. 3 часа в день кто? 4 часа в утро общаются. Герои, да? Герои. Вот девушка, вы 4 часа в день общаетесь. Вы не работаете вообще? Я имел в виду своих детей, не чужих детей. Может быть, преподаватель. Вот. Речь о том, что действительно мы с детьми-то не общаемся вообще. И это меня тоже касается. У меня 3 детей, я вот старшей дочке уже 25 лет, да. Ну, то есть республика в чем-то выиграла, да, семья в чем-то проиграла. Да. Всегда такой выбор, но речь идет о чем? Нам нужно уделить внимание работе в цифровой среде. Это не дать моды, да, это не говорит, что мы все должны уйти в цифру, и там преподаватель будет, но мы должны там быть, мы должны мониторить. У нас в этом году, да, по разным данным, вы же знаете, что происходит в других субъектах. Начиная там от террористических актов, дети, да, вовлекают впрямую, я вот это по-русски языком говорю, террористические организации. Да, и разные там, начиная там от синих китов, там, заканчивая разными деструктивными сектами, а на самом деле я могу сказать, что нашим детям вообще, нашим обществом объявлена цифровая война. Есть целые структуры, да, если у кого есть там допуски, я могу отдельно лекцию прочитать, целые структуры, многотысячные структуры, у которых задача вот, вовлекать детей в этот процесс. Разрушение государственного строя, разрушение вообще всего. Пока мы строим школы, пока мы говорим про то, что там нужно вот этим заниматься, нашими детьми занимаются другие люди.
И, к сожалению, вот мы с вами не перестроились. У нас есть там ПДН, у нас есть там школьные психологи, дай бог, и есть, да? Есть классное руководство, но насколько мы можем, положа руку на сердце, сказать, что мы точно знаем, о чем думает наш ребенок, с кем он общается и о чем он сейчас думает. Поэтому, вот, коллеги, надо думать, и я считаю, что цифровая безопасность здесь, так как здесь у нас практически очень низкий уровень, да, нам нужно принять, есть специальные программы, должны появиться структуры, какие-то полномочия надо для людей, которые этим занимаются, и мы могли бы спокойно, там есть плюсы тоже в этом, так как они все в интернете, их можно выявлять легко. Братей Чуйкова, она очень так. Там есть плюс, что там, о чем он пишет, о чем он постит, на кого он подписан, что он говорит. Это сразу можно на ранней стадии выявлять, и вот с этой группой риска работать уже. Вот там уже должны классные руководители, школьные психологи, там, и ПДН, и все должны подключаться вовремя. Это большая работа, коллеги, она невидимая, но нельзя это не признавать. Третье направление, да, я согласен, вот среда обитания, согласен полностью, потому что вот мы в советское время, где все тусовались? В подъездах, да? Выросли в подъездах. Потом придумали домофоны и решили нас подъездом, да? Ну, так и есть, да, как бы. И, конечно, вот, вспоминая советское детство, я считаю, что Советский Союз — это лучшая страна в мире для детей была. Это надо честно признать. Советский Союз — это лучшая страна в мире для детей. Потому что секции были бесплатные, секции были в шаговой доступности, было очень много кружков, каждый квартал был обеспечен разными кружками. То есть школа, садик, шаговой доступности, авиамодельный кружок, там бокс, вольная борьба, там хоккей, футбол. Что хочу я, все бесплатно я приходил. Я пришел в Динамо, мне дали там перчатки, все бесплатно было. Вот. И, конечно, сейчас мы говорим, что у нас очень много секций там, по футболу, там, по другим, там, художественным гимнастикам, они все платные. Они все платные, да, и мы должны понять, сколько детей туда ходит и какая это доступность вообще. У нас детского спорта для детей, да. И кого мы воспитываем, будущих чемпионов или нет, когда дети из неблагополучных семей практически лишены этого удовольствия, да, и они не могут просто. А чемпионы, возможно, там как раз. И с спортом, я считаю, надо отдельную программу прорабатывать, да, вообще доступности секций и доступности вот наших подростковых центров, различных центров доступа. Этим надо заниматься, коллеги, потому что детьми, на самом деле, на самотек это нельзя пускать. И дальше летний отдых. У нас обеспеченность летним отдыхом. Мы живем вообще в суровых условиях. Всю зиму наши дети находятся в помещении, в школе, дома, практически не дышат воздухом, да, практически. А летом у нас не хватает детских лагерей. У нас там 9%, да, ребенок? Ну, мы по-разному считаем. Придите летом в школу, мы считаем это летний лагерь. Да. Но на самом деле летний лагерь, в моем понимании, это лагерь. Да? Лагерь, когда дожили, не знаю, энергетик. То есть надо об этом думать. На самом деле, город Якутский, вообще вот, район наши практически очень плохо обеспечен. Я считаю, что здесь целую программу надо принимать комплексно, быстро надо. Есть федеральная программа, которая помогает это делать, да, там, модульные какие-то строения делать. В общем, надо этому внимание уделить. Может быть, это делать совместно с школами. Возможно, вернуться, работать с крупными предприятиями, да, как раньше было. То есть надо как-то вовлекать этот вопрос. И сюда же идет выездной отдых, да, детей. Сегодня об этом никто не сказал, что на самом деле нужно, да, максимально надо, вот есть программа «Дети Арктики», ее надо наполнять деньгами, надо дети, чтобы, хотя бы максимальное количество детей, сколько можно, выезжали за пределы, там, дышали морским воздухом и прочее. Вообще, как тема здоровья, Минздравом мы тоже должны отдельно поговорить. Я хотел, кстати, сказать, что ребенок, он и есть ребенок. Он пошел в поликлинику, он ребенок, он в школе ребенок, как бы, да, и у нас вот эта база данных детей должна появиться на самом деле. Потому что у нас все эти базы данных разрознены, и мы просто объединив усилия можем много узнать про ребенка. Это касается школьного питания, иммунизации детей. Да, и здесь большая работа должна быть, Василий Сергеевич об этом сказал.
то, о чем должны питаться пожалеть. Ну и следующий, это вот такой блок, как-то скользко ему сказали, там, патриотизм, сказали, да, вообще, к сожалению, во всех учебных заведениях считают, что задача образовательного учреждения – это воспитательный процесс. Да? На самом деле, мне кажется, здесь тоже нужно больше внимания уделить, потому что практика показала, да, коллеги уже там начали обсуждать, практика показала, что на самом деле то, что вот в школах пытались там, что мы сейчас внедряем эту историю с гимнами, да, на самом деле это все правильно. Поэтому какие ценности мы несем, что мы в детей вкладываем, это очень важно. Но такой длинный, долгий процесс. Я согласен здесь, то, что коллеги сказали, работа с талантливыми детьми и с инклюзивными, она должна быть одинаковой. Я в этом полностью поддерживаю, мы по инклюзиву целый совет собрали, да, будем работать, среду создавать для детей в школах, этому тоже будем уделять внимание, я полностью поддерживаю это направление. Здесь, конечно, нужно объединение, желание, нужно, чтобы школы сами вовлеклись в этот процесс. Мы сверху это не навяжем просто. Вот. Ну и заканчивая, хочу сказать, что республика действительно у нас не первый год этим занимается, у нас есть очень классный опыт, у нас есть очень крутые педагоги, очень крутые практики, нам просто нужно работать этим, заниматься, друг друга слышать. Сегодня очень классный семинар, вам спасибо за большое, что вот так мы вообще собираемся, нет? Только будет детство, да. Почему нет? Да, собираемся. Но мне кажется, надо чаще вот так собираться, потому что ничего лучше, чем общение. Вот Гарвардский институт сделал исследование про счастье. В курсе, нет? Они 85 лет изучают, что такое счастье человека, да? И если коротко сказать, что времени занимать, в общем, это как следствие, потом скажу, почему, потому что, может, не поймете как-то, да, но там самое главное это общение. То есть это удивительно звучит, да, но человек, который общается с близкими, с родными, он как-то, причем общение такое здоровое, то есть это позитивное общение, да, потому что у нас сейчас очень много много такого, да, именно позитивное общение со сверстниками, с друзьями, с семьей. Именно даже доказывает, что кто больше общается, тот живет дольше. И здоровье у него лучше. Потому что главное это здоровье, мы не желаем, но здоровье основано на чем? На сон, питание, доходы, вода и общение. Вот общение это самое главное. И вот мы же живем в Якутии же очень далеко. Я всегда думал, почему так востребована связь, да, даже вот как министр связи ездит, нам связь ужасна, потому что люди хотят общаться. Хотя бы через цифры, но мы за то, чтобы это было живое общение, да? А второе, это, конечно, все говорят о доходах, да? Чтобы был доход, чтобы я мог позволить себе там какие-то вещи. Поэтому общение и доход человека – это основа счастья. Поэтому заканчивая эти мысли, чтобы у наших детей было счастливое детство. Спасибо.